Так, здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Как ваше настроение? Хорошо. Ребята, если у вас хорошее настроение, то похлопаем. Так, ребята, я хочу спросить, что было задано на дом? Итак, ребята, что было задано на дом? Упражнение 3. Мастерали. Хорошо, ребята. Мы должны ответить на вопросы, да, по одному. Давайте начнем. Кто в классе идет? Можно я? Давай. Можно я? Прочитай. Почитай, сперва. Как звали сына Хана из сказки Мастер Али? Как звали сына Хана из сказки Мастер Али? Кусай. Кусай. Молодец. На, возьми это. Молодец. Дальше второй вопрос. Кто? Дидар, Можно я? Каким был хан? каким был хан? Жестокий. Молодец. Дидар, у тебя одна звездочка. Молодец. Дальше идем. Вопрос 3. Можно я? Можно я? Исайн. Что случилось с женой хана? Ставила хана с сыном. Ответ сразу. Что случилось с женой хана? Разве? Она? Еще кто? Рамазан. Рамазан. Что случилось с женой хана? Она давно умерла. Дальше. Рамазан, прочитай. Близких слуг своих он казнил без жалости за всякую провинность. Друзей у него не было. Никто из ханов не решался быть в дружбе с таким жестоким и свирепым соседом. Чье описание? Хорошо, возьми. И последний вопрос. Айтуман. Что приказал хан сделать с Дамброй? Быстро, быстро, быстро. Плеснуть. Свинцом в Дамбру. Молодец, возьми. Молодец. Так, молодцы, ребята. Ребята, я хочу вам сказать, вы будете сами себя оценивать. Понятно? Хорошо. Итак, ребята, сегодня мы будем говорить о струне великой степени. Цель урока – понимать общее содержание текста, определяя ключевые слова и словосочетания, соблюдать орфографические нормы. Сегодня мы научимся на этом уроке понимать значение слов бытовой и духовно-нравственной тематики и использовать в предложении части речи. Да? Ребята, еще мы будем сегодня проходить о прилагательном. Да? Мы знаем, да, уже, что такое прилагательное? Прилагательное – это часть речи, которая обозначает признак предмета и отвечает на вопросы какая, какие, какое, какой. Например, сегодня погода у нас какая? Пасмурная, да? Например, тюль какой? Белый, розовый, да? Это у нас получается, это у нас имя прилагательное. Еще мы будем сегодня проходить имя существительное, имя прилагательное, число. Вот число, множественное число и единственное число. Имя существительное обозначает, это часть речи, которая обозначает предмет и отвечает на вопросы кто, что. Например, кто? Учитель. Учитель, папа,
папа, мама, птицы, да? Да. Родители, ученики. Что? Что? Книга, ручка, парта, школа, дневник, да? Да. Прилагательное мы сказали. Теперь число. Единственное число и множественное число. Например, ручка какого числа? Единственного числа. А во множественном как будет? Ручки. Книга. Книга. Это у нас число единственное. А если много книг, то книги. Это у нас множественное число. То же самое ручка. Одна ручка это у нас единственное число. Много ручек это у нас множественное число. И мы сегодня будем говорить об этом, хорошо? Итак, ребята, дальше идем. Оценивание у нас идет домашнее задание по 2 балла, групповая работа по 4 балла, парная работа 2 балла, индивидуальная работа у нас 1 балла. И последняя верно-неверно 1 балла. Итак, ребята, дальше у нас групповая работа. То есть вам кластер, музыкальный инструмент. Это вам листок. Работайте с группой. А вам секвень добра. Работаем. Даю вам 2 минуты. Быстро работаем. Работайте. Кластер, музыкальный инструмент, секвень, 2 группа. Добра. Музыкальный. Инструмент. Если закончили, похлопаем, хорошо? Потом я буду вас оценивать по звездочкам, хорошо? Быстро. Если закончили, то похлопаем. Молодцы. Первая группа. Так, первая группа прочитаем. У вас кластер, музыкальный инструмент. К доске. Давайте к доске. Музыкальный инструмент. Прочитаем. Погромче. Молодцы. Похлопаем. Молодцы, ребята. Садитесь. Вам 4 балла. То есть 4 звезды, да? Поднимайте свои баллы. Вот. Это вам всем, да? Потому что это у нас групповая работа, да? Так, вторая группа. Закончили? Вторая группа. Вторая группа побыстрее. Молодцы. Видите, доске. Да, прочитай. Быстро. Добра. У вас секвень добра, да? Веселая, радостная, красивый, музыкальный, Вокальный. Добра выдает красивая музыка. Хорошо, молодцы, садитесь. И вам тоже 4 балла. Вам всем 4 балла. Молодцы, ребята. Этой группе 4 балла и вам тоже 4 балла. Хорошо, ребята. Ребята, у меня тут рисунки. Вы должны собирать эти рисунки. Хорошо? То есть это у нас парная работа. По парам вы должны собирать вот этот рисунок. Хорошо? Видите? Это у нас парная работа. Я вам сейчас раздам рисунки, вы должны собирать и ответить на вопросы. То есть это как название инструмента и на какие вопросы отвечают эти инструменты.
Быстро-быстро соберите. Быстро-быстро соберите. Прикрепите. Потом, если закончили, то похлопайте. Закончили? Молодцы. Первая пара. Это у нас что? Это у нас GTG. Отвечает на вопросы. На вопрос. На какой вопрос отвечает? Что? Это у нас часть речи. Получается существ и число. Молодец, молодцы. Идемте. Идем, Петра. Это балалайка. Это балалайка. Вам два. Отвечает на число что? Ага. Это какое число? Единственное. Единственное число, получается, существительное, да? Часть речи. Молодцы, ребята, молодцы. И вам тоже 2 балла. Идемте. Идемте, идемте, идемте. Это класс. ОБС. Вопрос. Что? Что? Какое число? Это единственное. Единственное число. Молодцы. Вам тоже по 2 балла. Следующий, последний параграф. Это у нас что? Добра. Получилось у нас добра, да? Вопрос ставим. Вопрос. Единственное число. Это число единственное. Задаем вопрос. Отвечать на вопрос. Что? Что? Молодцы. Садитесь. Что? Молодцы. Вам тоже 2 балла. Итак, ребята, дальше идем. Дальше у нас идет работа по тексту. То есть из этого текста сперва прочитаем. Я вам сейчас прочитаю. И вы напишите в тетради. То есть вы должны найти имя прилагательное. Только имя прилагательное. Понятно? Да. Душа казаха. Певучие ритмичные звуки добры повествуют о бесправных степях Казахстана. Внимательно послушаем, ребят. От тихих же лаус с большими стадами, но если усилить звучание струн, то мелодия полетит вслед за табуном быстрых жеребцов. В степных звуках домбры можно услышать шелест густых трав и звон маленьких ручейков, радость птичьих хоров и стук конских копыт. Теперь, ребята, вы должны найти из этого текста, то есть из первого абзаца, только имя прилагательное. Понятно всем? Это у нас индивидуальная работа, поэтому работаем по отдельности. Давайте, пишите. Пишем в тетради. Если закончили, то похлопаем сразу. Напишите в тетради. Только вы должны найти имя прилагательное. Давайте. Найдите прилагательное. Душа казаха. Мы говорили, да, что прилагательное обозначает признак предмета и отвечает на вопросы какая, какие, какое, какой. Если закончили, то быстро похлопаем. Хорошо? Закончили? Кто закончил? Прочитаем, давайте. Быстро, быстро, быстро. Закончили? Похлопали. Хорошо. Теперь прочитай. Первое прочитай. Певучая ритмичная. Хорошо, молодец. Певучие, вопрос.
Какие? Какие? Молодец. Ритмичные? Ритмичные. Какие? 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 Молодец, на, держи. Дальше кто? Ернур, продолжай. Ритмичные, звучание, казахские, радиоактивные. Все, вопрос казахские. Казахские. Казахские какие? Ага. Казахские еще? Ритмичные. Ритмичные. Вопрос. Какие? Молодец. Дальше кто? Исань. Прочитай. Быстрых деревьев. Быстрых. Вопрос. Быстрых. Вопрос. Вопрос какой? Каких? Хорошо. Дидар. Большие. Большие. Как? Бескрайние. Бескрайних. Вопрос. Каких? Бескрайних. Молодец. Еще кто? Еще. Кайхан. Ритмичные. Ритмичные. Вопрос. Вопрос. Какие? Певучие, ритмичные. Молодцы. Еще. Последний. Еще у нас есть после ритмичных, певучих? Еще. В конце еще даже у нас есть прилагательное? Прочитай. Певучие. Железо. Нет, жильцов нет. Казахские. Большие. Вопрос большие, но вопрос ставим. Большие. Какие большие? Молодцы, ребята. Альтума. Прочитай, Альтума. Ритмичные. Какие? Ритмичные. Бескрайние. Бескрайних. Вопрос. Каких? Бескрайних. Молодец. Молодцы, ребята. Молодцы. Камасан, давай. Последний. Быстрых. Казахские. Вопрос. Казахские. Ставим вопрос. Казахские. Казахские. Какие? Молодец. Молодцы, ребята. Похлопаем всех. Молодцы. Так, ребята, молодцы. Ребята, у меня тут к вам вопросы есть. Называется у нас верно, неверно. Я по одному буду вас спрашивать, вы должны ответить, это верно или неверно. Исай, вопрос первый. Дамбра – это казахский национальный инструмент. Это верно, неверно? Верно. Это верно, молодец. Это верно, возьми. Дальше идем. Дидар. В звуках дамбры живет душа казаха. Это верно, неверно? Верно. Верно, молодец. Ернур. Слова красивая отвечает на вопрос кто. Это верно или неверно? Верно. Неверно, молодец. Так, Айтума, глагол обозначает действие предмета. Это верно или неверно? Верно. Молодец, верно. Возьми. Дальше идем. Дальше. Хорошо. Ученики – это у нас единственное число. Это верно, неверно? Ученики – неверно. Ученики – это у нас множественное число. Дальше. Камазан. Театр. Множественное число. Это верно, неверно? Неверно. Неверно. Театр – это у нас единственное число. Дальше идем. Дамбра. Кайхан. Дамбра – это средний род. Это верно или неверно? А. Дамбра. Верно, неверно? Кайхан, быстро. Неверно. Тебе оценку не ставили. Молодцы, ребята. Итак, ребята, дальше идем. Итак, ребята, давайте закончим наш урок. Смотрите, это у нас лекция. На занятии я узнал, я научился, мне понравилось, я затруднялся, мое настроение. Мы будем об этом говорить. Например, Айтума, что ты узнала?
Я узнал о глаголе, я узнал о прилагательных, и я узнал о существительном. Хорошо, молодец. Дальше. Я научился. Чему ты научился, Димаш? Говорить русским языком, и я научился определить число. Послушаешь. Давайте. Ребята, это у нас рефлексия. Мы сегодня узнаем на занятии, то есть что я узнал, я научился, мне понравилось, я затруднялся, мое настроение. То есть последнее итоговое ваше настроение. Хорошо? Так, например, я узнал. Айтума, что ты узнала? Я узнала о глаголе, а еще я узнал о существительном и прилагательных. Хорошо, молодец. Я научился. Димаш, чему ты научился? Я научился говорить русским языком и Хорошо. И я научился Определить. число. Молодец, хорошо. Например, Дидар, что тебе понравилось? Мне понравился урок. Урок, молодец. И последнее, ваше настроение. Какое ваше настроение? Ирсайн. Мое настроение хорошо. Если у вас хорошее настроение, то еще раз похлопаем. Теперь, ребята, давайте оценивать будем. Например, Рамазан, сколько ты набрал? Ты набрал у нас 8 баллов, да? Это у нас 4. Димаш, ты у нас набрал 9 баллов, да? Молодец, Димаш. Кайхан 9 баллов. Ирсайн 9 баллов, молодец. Дидар 10 баллов. Айтумар 10 баллов. 9 баллов. Абзал 8 баллов, да? Молодцы, ребята. И да, на дом я дам вам домашнее задание. Итак, ребята, все открыты дневники. Домашнее задание «Душа казаха». 51 упражнение. Понятно? Да. То есть пересказ. Страница 21. Упражнение 51. Душа казаха. Пересказ. Всем понятно? Да. Спасибо всем, ребята. Урок закончен.